Нетрезвый водитель «Лады» 12-й модели устроил крупную аварию на Сибирском тракте. Молодой человек на высокой скорости несколько раз протаранил Hyundai Solaris, в котором находились двое маленьких детей. После чего иномарку по принципу домино отбросило еще на два впереди идущих транспортных средства. Сразу после аварии предполагаемый виновник начал вести себя вызывающе, ругался и кричал на остальных участников аварии. Свидетелем всему стала и Нафиса Минязова. Водитель «Лады» 12-й модели был явно не рад окружавшим его людям. Поведение молодого человека было неадекватным и явно бросалось в глаза его нетрезвое состояние. Чтобы подтвердить предположение, автоинспекторы вооружились алкотестером. Дуем. Все. Прибор показал почти 0,04 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Но окружающие, судя по поведению парня, заподозрили, что находится он в состоянии не только алкогольного опьянения. Однако приехавшие на место происшествия товарищи водителя «Лады» рассказали автоинспекторам, что молодой человек был кодирован от алкоголя, но сорвался. Поэтому вел себя неадекватно. Он сел за руль и уехал в неизвестном для них направлении. И спустя некоторое время узнали об аварии. Я в зеркало только успел увидеть, как летит машина. Как посмотрел, так и удар сильный. Для водителя иномарки удар был неожиданным. Он спокойно ехал со своей супругой и двумя маленькими детьми домой в сторону Казани, как вдруг почувствовал сразу два сильных толчка сзади. Затем его по принципу домино отбросило на впереди едущую «Ладу» Калина, а последняя, в свою очередь, протаранила «Ладу Веста». Он поближе подъехал, и через минут, наверное, 10 он еще раз к нам въехал. То есть он два раза в нас въехал. Несмотря на то, что удар был сильным, люди, к счастью, в аварии не пострадали. Однако сильно напугались дети, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai Solaris. 9-месячный и 3-летний ребенок еще долго не могли отойти от шокового состояния. Сейчас их родители намерены обратиться в больницу для дальнейшего обследования. Сам же водитель иномарки жаловался на боли в голове и шее, но к медикам он все же не стал обращаться. Волновало его совсем другое. От удара немножко не отошел, от удара заднего у меня вот это вот движение было. Скоро не вызывали, обращаться не будете? Наверное, нет. Сейчас детей самое главное отправить. Прибывшие на место происшествия родственники и друзья нетрезвого водителя на камеру комментировать что-либо не хотели. А ваш сын пьяным за руль сел, что ли? Сейчас нетрезвому водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до 2 лет. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112.